Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Президент Аслан Джания сегодня подписал распоряжение об отдельных мерах по защите здоровья населения Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно документу, распоряжение президента об отдельных мерах по защите здоровья населения республики от коронавирусной инфекции от 12 июня 2020 года считается утратившим силу. В новом распоряжении глава государства на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавируса от 29 июня поручил Министерству иностранных дел, туризма и здравоохранения в порядке межведомственного взаимодействия проработать вопрос с МИДом России, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральным агентством по туризму вопрос о возможности открытия пунктов пропуска через абхазо-российскую государственную границу в целях организации туристического сезона с 15 июля 2020 года при благоприятной эпидемиологической обстановке в Республике Абхазия и в Российской Федерации. Согласно распоряжению, до 15 июля режим пересечения государственной границы по реке Псо остается прежним, а также до 15 июля запрещена деятельность магазинов беспошлинной торговли «Дьюти-фри». Президент Абхазии Аслан Джания, вице-президент Бадра Гунба и премьер-министр Александр Ангваб сегодня проголосовали по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в посольстве России в Абхазии. Граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, также смогут проголосовать 1 июля в здании посольства России. Напомним, что ранее главы районных администраций выразили готовность оказать содействие в организации голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Для этого местные администрации выделят транспорт для доставки людей к посольству России. Сегодня вице-премьер-министр экономики Кристина Озган обсудила с руководством Государственной кадастровой палаты вопросы разработки кадастра объектов недвижимости. По словам вице-премьера, разработку кадастра объектов недвижимости должны были начать еще в 2010 году. Мы все прекрасно понимаем, что это самый главный документ в урегулировании вопросов оборота земли и недвижимости в республике. Соответственно, для упорядочения всех процедур по заключению сделок с недвижимостью и пользованием землей необходимо соответствующее программное обеспечение. Ну и, конечно, самый главный вопрос – налогооблагаемая база в этих сферах. Наша задача – создать максимально прозрачные условия для исключения теневого оборота и обеспечить легализацию любых сделок в этой сфере, отметила Озган. Как сообщил директор Государственной кадастровой палаты Давид Иродян, фактически работа находится на завершающем этапе. Осталось разработать автоматизированную информационную систему кадастра и недвижимости и наполнить ее. Реализация данного этапа, по его словам, должна была пройти еще в 2017 году. Задержка связана с тем, что российская сторона не согласовала техническое задание. Кристина Озган поручила Государственной кадастровой палате в течение недели подготовить проект договора, актуализировать сроки в привязке к средствам, предусмотренным в инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы, а также определить объем финансирования, который может быть освоен в этом году. Сегодня в Сухуме простились с Зурабом Ачба. Проводить в последний путь главврача Центрального военного госпиталя Минобороны Абхазии, полковника медицинской службы, кавалера ордена Леона Зураба Умеховича Ачба пришли его друзья и коллеги, депутаты парламента, представители творческой интеллигенции, общественные деятели. Зураб Ачба был похоронен в Сухуме. Бесконечный поток людей, море цветов, траурные венки и слова о невосполнимой утрате. Внезапный уход из жизни Зураба Ачба потряс всех, кто его знал. Проводить в последний путь всеми любимого врача и человека пришли друзья и коллеги Зураба Ачба, представители интеллигенции и общественные деятели. Отзывчивость, теплота, самоотверженность, любовь к родине, родным, близким, ко всем, с кем его сталкивала судьба, с кем он делил радости и печали, были отличительные черты Зураба Омеховича. Зураб Омехович с честью выдержал испытания войной. Будучи начальником Чловского госпиталя, спас не один десяток жизней защитников Отечества. Я всегда говорил и говорю то, что две профессии, куда надо идти с душой, это врачи и педагоги. Туда люди, которые с какими-то меркантильными интересами, люди, которые мечтают заработать больших денег, или просто непорядочные люди, они не должны выбирать такие профессии.
Его тепла хватало всем. Человек с огромной душой и добрым сердцем. Человек, который принимал чужую боль как свою. Человек, посвятивший свою жизнь спасению чужих жизней. Именно так сегодня вспоминают Зураба Ачпа. Он всегда был готов прийти на помощь. Он всегда готов был встать рядом и в горе, и в радости. Увы, теперь у нас уже больше не будет нашего доброго, большого Зураба. Большую часть своей жизни Зураб Ачпа посвятил родному госпиталю, процветание которого он так мечтал увидеть. Несмотря на все трудности, с которыми ему приходилось сталкиваться, Зураб Амихович старался помочь каждому, кто к нему обращался, воспитывая и заботясь о молодом поколении врачей. Когда около 40 ребят, устроив военно-медицинскую академию, с первого курса за ними наблюдая, затем около 20 из них он добился, чтобы они прошли ординатуру, а 4 из них уже кандидаты наук. Выстроен военный караул. Гроб с телом Зураба Ачпа, покрытый государственным флагом Абхазии. В последний путь провожают военнослужащие Министерства обороны. Заслуженным врачом Абхазии, полковником медицинской службы простились, как и положено, с воинскими почестями. Гугу Савардания, Ильдар Дамиров. Абхазское телевидение. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 51 гражданина. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 4 граждан находятся в Гудаузском госпитале, 33 человека выздоровели и 1 пациент умер. Жители района Колос по улице Эшва обратились в нашу редакцию с просьбой осветить проблему, с которой они сталкиваются ежедневно, переходя дорогу. Дело в том, что на этом участке республиканской трассы очень часто происходит ДТП. Водители нередко нарушают скоростной режим, проезжая даже на красный свет. Пешеходы также, не дожидаясь сигнала светофора, переходят дорогу. Вроде все есть на этом участке дороги. И светофор, и пешеходная зебра. Так в чем же дело? Мы попытались разобраться в вопросе. Жители улицы Эшба, проживающие в районе остановки Колос, сетуют на то, что на отрезке у светофора участились несчастные случаи и просят установить здесь элемент принудительного снижения скорости, так называемый лежачий полицейский. Кроме того, люди считают, что 16 секунд зеленого светофора для перехода 4-полосной трассы недостаточно, так как дорогу зачастую переходят пожилые люди и дети. Нам на самом деле очень страшно. У нас дети. Переживаем за то, чтобы каждый раз наши дети не перешли, что-то с ними не случилось. Не хватает на самом деле 16 секунд, которые здесь указывает светофор, потому что нам приходится пешеходам по БХ бежать. Бывали случаи, меня чуть не сбило, соседи. Да, я постоянно перехожу дорогу здесь, я вечером с работы прихожу, одна машина стоит, а другая сзади едет. Вот и все. Они не останавливаются, они едут. Вот сзади другая машина едет, оттуда тоже едут, они не останавливаются. Помимо этого, жители улицы Трапш, пересекающие республиканскую трассу, считают, что светофор на данном участке расположен неправильно, что затрудняет выезд в город. Светофор стоит неправильно, потому что с улицы Трапш, если выезжаешь в сторону города, надо пересекать двойную сплошную, что запрещено. Приходится разворачиваться напротив этого центра МАМА. Сплошная линия. Ограничительная, стоп-линия, находится перед светофором, стоит она правильно, машины останавливаются правильно в стоп-линии, но перекрывают выезд с улицы Трапш. Всю проблему мы решить очень просто. Светофор вот с этого столба перенести на соседний столб, и все вопросы будут решены. Потому что ни нам, жильцам с Трапш, ни пожарной команде МЧС не выехать и
из-за этого здесь и аварии, и ругань. Чтобы перейти дорогу по регулируемому пешеходному переходу, необходимо дождаться зеленого сигнала светофора. Переходить, а уж тем более перебегать дорогу на красный свет, даже если нет машин, запрещено. Это же элементарное правило дорожного движения касается и водителей. Здесь очень важно взаимоуважение водителей и пешеходов, которого, увы, не всегда хватает. Надо, мне кажется, светофор побольше. Секунды, что были. 24 часа за рулем и видим, какое движение происходит по городу. Лежачие пролетают буквально через несколько секунд. Так что надо светофор, мне кажется, побольше, чтобы были секунды. Невозможно в карман заезжать, потому что здесь всегда машины стоят. А это создает большая помеха. Сам пешеход, не видно, что он есть на самом деле. Вот не видно. Я сам, бывает, когда перехожу, я не просто перехожу, а пробегаю. Даже красный светофор загорается, машины не останавливаются, бывает и такое. Просто пролетают и мчатся. Сами люди, когда начнут как-то меняться, уступать, пропускать. Остановился человек, пропусти уже пешехода. Или сами люди, когда начнут меняться, все и поменяется. По словам специалистов, подобных проблем по городу немало, и городские власти стараются реагировать на них по мере возможности. Много подобных писем лежат в администрации города Сугум. Они рассмотрены. Просто на сегодняшний день нет возможности в их установке. У нас такое же письмо лежит в администрации по вокзалу железнодорожному на повороте. Уже полностью вышел из строя тот лежачий полицейский. Перед улицей Семерджиева на водоканале там тоже планируется лежачий полицейский типа улицы Дзидзаря и Адыгейской. Касаемо непосредственно того участка на, как говорится, остановке Колос, там у нас и нанесен пешеходный переход, и установлен светофор пешеходный. Я не знаю, посмотрим, будем решать совместно с ГАИ Республики и с унитарным предприятием «Абхазавтодор». Мы обязательно отреагируем на пожелания жителей. Когда данный светофор устанавливался, были проведены экспериментальные зачеты времени. То есть, если этого времени не хватает для перехода граждан, соответственно, его можно добавить вообще без проблем. Но опять-таки все работы, которые будут проводиться согласованно с ГАИ. Нарушение правил дорожного движения в Абхазии явление нередкое. По официальным данным, выложенным на сайте МВД Абхазии, в среднем в республике фиксируется до 300 нарушений ПДД за сутки, как по вине водителей, так и пешеходов, что говорит о том, что всем участникам дорожного движения стоит проявлять сознательность. Ведь ценой невнимательности и неосторожности на дороге может стать чья-то жизнь. Впервые в истории абхазского профтехобразования в Сухуме проходит международный онлайн-тренинг по новым образовательным методам и технологиям. Он ориентирован на повышение квалификации преподавателей колледжей. В Абхазском многоотраслевом колледже уже второй день проходит обучение преподавателей. Обо всем подробно в репортаже Али Китрапш. Впервые в Абхазии реализовывается программа повышения квалификации «Новые методы в обучении». Международный онлайн-тренинг посвящен обсуждению адаптации новых образовательных методов и технологий в среднепрофессиональное образование. Курс тренингов организован совместной программой ЕС про ООН по улучшению среднепрофессионального образования в Абхазии. Организаторы уверяют, что технологии – это инструмент, а главным двигателем образования является мотивированный и подготовленный преподаватель. Главная тема этого всего проекта – это повышение квалификации преподавателей через обучение новым образовательным технологиям и новым методам обучения. Что это включает? Во-первых, мы хотим, чтобы преподаватели освоили новые технологии, использование на занятиях. То есть это, конечно же, компьютерные проекторы, это использование новых форм презентации, именно новой формы и визуализации материалов, использование видеоматериалов для того, чтобы оптимально, эффективно передавать знания студентам. Второй компонент, конечно, организация учебного процесса, потому что в последние годы очень много говорят, то есть о том, что студенты профтехобразования должны как можно больше получать практику. А практика включает, конечно же, обучение на рабочем месте. Идея проведения данного тренинга у организаторов появилась еще год назад, однако осуществить ее удалось лишь сейчас. Из-за карантина высококвалифицированным специалистам из России не удалось приехать в Абхазию, и поэтому тренинги проходят в онлайн-режиме. Помимо преподавателей Абхазского многоотраслевого колледжа в программе повышения квалификации принимают участие и преподаватели колледжей городов Галт, Парчал и Сухум.
Новые технологии вот сейчас нас обучают. Конечно, мы тоже можем работать по вот этим, но надо нас обучить. Но мы стараемся уже давно, хочется больше знаний иметь для нашей молодежи Абхазии. Программа повышения квалификации «Новые методы в обучении» проходит в 2 этапа. В течение 6 дней участники тренинга слушают онлайн-лекции. Затем они должны подготовить новые учебные программы в соответствии с требованием учебного процесса и использованием новых методов и технологий. Международный онлайн-тренинг по новым образовательным методам и технологиям посетил и министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. Без сомнения, это важно, потому что время не стоит на месте, нам нужно учиться каждый день. Если педагоги не будут этого делать, как же это сделают ученики? Если мы не научим их учиться, и преподаватели, учителя не будут показывать им пример, мы так и будем стоять на месте и даже будем отставать от всего мира. И сейчас мы видим, что наша система образования сильно отстает от мировых стандартов, поэтому нам нужно догонять. Чтобы стоять на месте, хотя бы на месте, нам надо очень сильно бежать, быстро бежать. Поэтому это, конечно, полезно, важно и нужно. Директор Абхазского многоотраслевого колледжа Джумбер Мушба отметил, что благодаря поддержке программы ПРООН был осуществлен капитальный ремонт одного из кабинетов колледжа, а сейчас ведется ремонт лаборатории. Вот где сейчас идет полным ходом работы, там 87 квадратных метров, они делают лабораторию для студентов, где дети будут готовить. Раньше была маленькая лаборатория, но своими силами, которые мы сделали, обычно домашние печки ставили и вот работали. Но сейчас она не более, а современная лаборатория будет. Международный онлайн-тренинг «Новые методы в обучении» будет проходить до 11 июля. По итогам обучения слушатели получат сертификаты и удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Алика Трапштамас Чиковани, Абхазское телевидение. Водоканал города Сухум сообщает, что в связи с ремонтными работами по улице Лакоба 1 июля с полуночи до 22 часов будет прекращена подача питьевой воды в Старом поселке, районе Колоса, по улице Адыгейская, в районе вокзала, Виема, рынка, Маяка и в центральной части города. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, возможно гроза, туман, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 18-23, днем 27-32 градуса, температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.